Доброе утро, дорогие наши телезрители. Вы открываете глаза, вы готовитесь к новому наступившему дню, покорять его, побеждать, ставить цели и достигать их. Возможно, прямо сейчас завариваете чай, а может быть, еще делаете вот эти потягушки-порастушки в кровати своей. В любом случае, утро Якутии в эфире, и мы рады для вас сегодня вновь день начинать. Да, открываете глаза и видите нас. Да. Хочешь, не хочешь. Если бы я Катерина себя увидел, Винокурова, конечно. Павел Танин. Надеемся, что хорошо, отлично даже завершаем нашу неделю. К слову, 2 февраля на календаре, день недели пятница. Да, и второй день февраля есть, ну, как логично. Вот, короткий месяц нас ожидает, и погодка за окном вроде, да, тоже неплохая такая, как будто весной уже где-то начинает пахнуть. Да, ну а мы приготовили много всего интересного, как и всегда, чтобы день у вас начался хорошо, и также он у вас прошел. О чем будем сегодня говорить? Ну, во-первых, и завтрак мы будем готовить, и про ездовых собак поговорим тоже. Да, узнаем, в чем плюсы и минусы такого домашнего животного, как енот. И вообще домашнее ли оно? Домашнее ли оно животное? Но животное это точно. Поговорим, не поверите, даже про букву «ы». Можешь отдельно сказать буква «ы»? А долго, протяжно. Вот сегодня будет немножко про букву «ы». Вот. Ну и, как мы уже сказали, на календаре 2 февраля и среди праздников, отмечаемых сегодня, день рождения гавайской гитары укулеле. Укулеле, кстати, переводится как «скачущая блоха». Форма корпуса инструмента представляет собой классическую гитару. Еще есть форма, называемая ананас. Да, если вы продолжите встречать утро вместе с нами, то совсем скоро мы вместе услышим замечательное звучание гавайской гитары. Так сказать, из холодной зимы перенесемся куда-нибудь на Гавайские острова. Ой, как хорошо, хорошо было бы. Ну а пока мы с вами в реальности, надеемся, не в суровой, узнаем, что же в Якутии за ее пределами происходит к этому часу. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Далее блок новостей. Производство легковых автомобилей в России в прошлом году выросло на 19%, достигнув показателя 537,1 тысячи штук. Грузовиков на 19,3% до 167,6 тысяч. В декабре легковых авто было выпущено 55,5 тысяч. Как сообщалось, выпуск легковых автомобилей в 2022 году после ухода из России иностранных концернов достиг наиболее глубокого падения в мае, за который в стране было собрано лишь чуть более 3,7 тысяч машин. В 4 районах Якутии реализуется федеральный пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В приоритетном порядке и независимо от места проживания данную помощь получают участники и инвалиды специальной военной операции. Об этом сообщил заместитель министра труда и социального развития Якутии Иннокентий Коротких. По его словам, инфраструктура системы долговременного ухода включает пункты проката технических средств реабилитации. Также по необходимости могут предоставить услугу социального работника. Пилотный проект реализуется за счет федерального бюджета. Для граждан услуги по уходу в рамках предоставляются бесплатно. Также для инвалидов СВО и членов их семей социальное обслуживание на дому предоставляется тоже бесплатно, о чем соответствующие изменения были внесены в прошлом году в Закон о социальном обслуживании Республики Саха-Якутия. За помощью в рамках системы долговременного ухода можно обратиться в Управление социальной защиты по месту жительства. В Якутии начался месячник патриотического воспитания в образовательных организациях. На сегодня патриотическими объединениями охвачено более 20 тысяч детей. Целью месячника является сохранение исторической памяти, формирование духовно-нравственного воспитания обучающихся, чувство преданности и любви к своему Отечеству, совершенствование форм работы по патриотическому воспитанию. В течение февраля состоится цикл мероприятий, посвященный 80-летию снятия блокады Ленинграда от фашистских захватчиков, Дню защитника Отечества и 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В образовательных организациях пройдут уроки мужества, классные и кураторские часы, смотры, песни из строя. В Якутске проходит первенство республики по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. В соревнованиях принимают участие обучающиеся специализированных школ. Целью первенства является формирование здорового образа жизни, а также популяризация вольной борьбы среди лиц с нарушением слуха. Соревнования являются ежегодными. Отметим, что сурдовольная борьба в 3 весовых категориях заявлена в программе спортивных игр «Дети Азии».
У нас в двух возрастных категориях юниоры и кадеты 2007 года и моложе участвуют 44 спортсмена сегодня. Ну, заявлена школа глухих, неслышащих обучающихся и коррекционная школа для слабослышащих детей и представитель Снамского улуса еще есть из города Якутска. На ежегодном молодежном фестивале «Мусустар» в прошлом году Мирнинский район представили 30 молодых людей по разным направлениям. Этот год не станет исключением. Так, в эти дни в районе проходят отборочные конкурсы. На сегодня практически по всем трекам отборы прошли. Крайним днем станет 4 февраля, когда пройдет сдача нормативов ГТО. После чего озвучат окончательное решение, кто же примет участие в основной программе молодежного фестиваля. У нас состоялся муниципальный этап квиза. Называется он «Этномир Якутии». Проходил он в рамках трека «Этно-мы» Республиканского молодежного фестиваля «Мусустар». Победитель нашего квиза, он отправится в город Якутск, будет представлять Мирнинский район. 70% отправили организаторы города Якутска, ну а остальную часть, 30%, мы составляли уже сами, совместно с районным комитетом молодежи и районным управлением культуры. Спасибо коллегам. Вы смотрите «Утро Якутии». 2 февраля, пятница на календаре. Сегодня отмечается немало праздников. Давайте же скорее узнаем, какие. Помимо Дня укулеле, да, какими еще событиями день знаменатель? На календаре 2 февраля. Сегодня отмечают день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Международный день трансформационных игр, Всемирный день водно-болотных угодий, День ездовых собак. По народному календарю Ефимов день. Если в полдень светило солнце, это предсказывало дождливое лето, а если дул ветер, то весь год должен был быть сырым. Этот день в истории. Испанскими конкистадорами основан Буэнос-Айрес. Издан указ Петра I, положивший начало Балтийскому флоту. Запатентована металлическая бутылочная пробка. Завершилась Сталинградская битва. С полигона Капустин-Яр осуществлен первый пуск ракеты с ядерной головной частью. В этот день родились Михаил Гнесин, советский композитор, музыкальный деятель, педагог, профессор. Михаил Фрунзе, советский государственный деятель и военачальник. Валерий Чкалов, советский летчик, герой Советского Союза. Николай Мартиросян, участник Великой Отечественной войны, заслуженный рационализатор ЯССР, почетный гражданин города Мирного. Именины сегодня отмечают Ефим, Захар, Инна, Лев, Павел, Рима, Семен. Ну а с 23 по 31 января этого года в Якутске состоялся Кубок главы Республики Саха-Якутия по шахматам. Это этап Кубка России по классическим шахматам среди мужчин. Турнир проводится в республике во второй раз и в этом году стал вторым этапом по счету из 15 запланированных на текущий год. И сегодня у нас в гостях участник Кубка Владислав Жирков, кандидат в мастера спорта по шахматам, и старший тренер сборной республики, мастер ФИДЕ Роман Ганжуров. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, с пылу с жару, как прошел кубок? Вот буквально, да, на днях закончился. Да, кубок закончился, прошел очень хорошо. Как вы правильно заметили, во второй раз нам удалось его провести. Конечно, был учтен опыт прошлого года. В прошлом году гости отмечали, что все прошло хорошо. В этом году мы постарались сделать еще лучше, о чем свидетельствует большее количество участников, большее количество гостей титулованных, которые посетили наш турнир. Ну и результаты, соответственно, у нас тоже хорошие. Ну, Роман больше так с организационной точки, да, характеризовал. Владислав, вот тебе как участнику, вот как, по-твоему, кубок прошел, что запомнилось? Ну, может быть, не сами баталии шахматные, а вот вообще, организация сама, именно с точки зрения участника. И вообще, первое ли это участие твое, или какое по счету? Ну, это мое второе участие в этом турнире, как это второе. Ну, мне сама организация очень понравилась. И проводится в необычном месте, в музее для шахмат. Проводится в музее. Это музей и шахматы. Национальный художественный музей, да? Да.
Хорошее сочетание. Да, хорошее сочетание. Необычное, да? Да. Так Да. скажем. Мне кажется, очень даже логично. Такие классические вещи в одном месте сочетаются. Но это вот одно из нововведений или еще? Ну, вообще в России у нас практикуется, есть даже такая программа «Шахматы в музеях», то есть ряд турниров проводится в музеях. Обычно это проводятся такие супер турниры, какие-то очень такие с большим статусом. Но вот у нас турнир, он как бы носит массовый характер, этап Кубка России. Тем не менее, вот наш музей принял очень нас радушно, и мы этому очень рады. Говоря про регионы, то есть все-таки это этап Кубка России, сколько участников от скольки регионов, я так, наверное, скажу, да, приехало и поборолось? 58 участников соревновались в нашем турнире из 12 регионов, из таких как Москва, Санкт-Петербург и так далее. Ростов-на-Дону, со всей России, в общем. Владислав, ну, успел пообщаться с другими спортсменами? Это все-таки больше конкуренция или на какой-то все равно дружеской волне? Я все проходила, это новые знакомства. Что для тебя? Ну, для меня в основном шахматы — это общение. Ну, есть маленькая доля конкуренции. Ну, там в основном познакомился я с гроссмейстерами, увидел их в лицо. И очень понравилось, как они играют, рассуждают. Ну вот говоря про конкуренцию, да, все равно шахматы — это спорт. Ну, интеллектуальный, но спорт. А спортсмены, допустим, которые там в силовых видах, у них какие-то диеты всегда есть. У шахматистов есть что-то подобное, может быть, какой-то перед соревнованиями какой-то режим особенный нужно соблюдать или что-то такое? Конечно, режим полезен в любом виде деятельности, в том числе и в нашем интеллектуальном виде спорта. Также помимо самой партии, самого соревновательного момента, много времени уходит на подготовку к каждой партии, чем мы занимались и в течение этого турнира. То есть помимо вот 4 часов, которые может продолжаться партия, еще от нескольких часов до многих часов может подходить сама подготовка к сопернику. Это сбор информации, анализ, построение дебютной стратегии на партию. Владислав, а вот у тебя лично есть какие-то приметы перед соревнованиями, во время соревнований? Чего ты придерживаешься? Ну, во время соревнований я перед туром каждый раз прогуливаюсь. На свежем воздухе, На свежем воздухе дышу, чтобы разум освежить. И до тура иногда прихожу за 10 минут, чтобы сосредоточиться перед партией. Вот. Ну и говоря про прошедший кубок, опять же, возвращаясь к конкуренции, вот на ваш взгляд, кто на этом кубке, наверное, одним из самых сильных участников были? Да, это важно отметить, конечно, наших участников. У нас были приглашены гроссмейстеры, действующие обладатели Кубка России, чемпионка России, чемпион Азии среди юношей был Алексей Гребнев. Также рейтинг фаворитом был Дмитрий Кокарев, который победил тоже во множестве этапов Кубка России до этого. Действующий обладатель Кубка России Алексей Придорожный. В общем, первое место занял Дмитрий Кокарев, второй Алексей Гребнев, действующий чемпион Азии среди юношей. Также хочется отметить наших участников. Вот Влад скромно сидит рядом. Скромно так сидит. На самом деле он не только видел гроссмейстеров, он с ними играл, и играл успешно. Вот с действующим чемпионом Азии сыграл ничью черным цветом с позиции силы, имея даже преимущество некоторое. Может, сказалось некоторое уважение к сопернику, к статусу соперника. Также удалось Владу еще одержать победу над действующей чемпионкой России и обладательницей Кубка России. Ну, здорово, это прям похлопать даже можно, да? Что я и сделал. Вот. Ну, Роман, Владислав, спасибо, что пришли в нашу студию. Во-первых, поздравляем с завершением Кубка, желаем дальнейших успехов и в том числе и по организации подобных соревнований. И, конечно же, побед и стремление к званию гроссмейстера. Это же, получается, самое то, к чему шахматист стремится всю жизнь. Правильно я понимаю? Да, совершенно верно. Вот. Спасибо еще раз большое за встречу. Спасибо, отличного дня. Да, мы Да, продолжаем. и мы также вот из Национального художественного музея переносимся
Национальный художественный Национальный, куда мы можем из Национального художественного музея еще переместись? Сказки — это необыкновенный, зачарованный мир, знакомство с которым начинается с самого раннего детства. Именно с помощью волшебных историй удается привить ребенку любовь к литературе, а на примере сказочных героев дети учатся добру и справедливости, как важно быть послушным, отзывчивым, не жадничать и не лениться. И как, если не в год детства, объявлен в республике в этом году, начинать приобщать своего ребенка к искусству и культуре через сказки. Выставочный проект «В гостях у сказки» открыт для посетителей НХМ. Подробнее далее. В Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия открылся новый выставочный проект «В гостях у сказки». Выставка приурочена Году семьи в России и Году детства в Республике Саха-Якутия. На выставке представлены великолепные живописные произведения, графические листы, книжная иллюстрация, скульптура и произведения декоративно-прикладного искусства, источником вдохновения для которого послужили сказки народов мира, в том числе якутские, русские народные сказки, а также литературные произведения таких знаменитых писателей, как братья Гримм, Ганс Христиан Андерсен, Александр Сергеевич Пушкин и других именитых писателей. Но отдельного внимания заслуживает книжная иллюстрация, представленная на выставке. И сегодня мы более подробно познакомимся с творчеством Ивана Ивановича Попова. Народный художник Якутии, живописец и косторез. Он родился в семье художника. И, конечно же, это повлияло на выбор его будущей профессии. Первые уроки ему преподал отец Иван Васильевич Попов, основоположник якутского изобразительного искусства. Уже в будущем сам Иван Иванович работал в якутском книжном издательстве, где создавал многочисленные иллюстрации. На выставке представлены несколько листов иллюстраций к знаменитой сказке Сергея Тимофеевича Аксакова «Аленький цветочек». Эти иллюстрации выполнены в технике акварели и туши и как раз-таки раскрывают образы главной героини, Настеньки, характерные особенности других персонажей, старших сестер главной героини, отца и, конечно же, всевозможные сценки, показывающие нам эту сказку в очень знакомом, привычном и добром ключе. Приходите на выставку, чтобы увидеть эти произведения писателя и произведения других авторов своими глазами. Вообще хочется поблагодарить музейных работников, которые каждый раз придумывают и осуществляют различного рода выставки. Каждый раз приходишь в музей и всегда по-новому смотришь на работы. А как отрадно, когда приезжают какие-то выставки известных выставок, Третьяковка, Иван Шишкин и прочие. Да, масштабные, да. Знаешь, Паш, я недавно вычитала, что, оказывается, существуют музеи еды даже. Такие музеи есть практически во всех странах, и это музей общественного питания, музей отдельных продуктов, музей еды, а еще даже есть музей пригоревшей еды, представляешь? Да? Да. Как просто мне конечно, интересно. это все для привлечения клиентов делается. Мне больше интересно, как устроено хранение экспонатов. Потому что это все-таки не картина, да? У которых есть срок годности, у которых есть срок годности, да. А вот, допустим, будет лежать даже подгоревшее мясо, оно уже постепенно там начинается процесс. Ну, соответственно, там на месте и дегустируется все это. Скорее всего, так и продают. Специально подгорели мясо, поджарили, пережарили, сожгли. И все. И отдали. Долго я искал слово, которое можно было назвать. Вот. Ну, а вообще у нас в Якутии пока подобного опыта не наблюдалось. Но было бы, кстати, неплохо, да, прийти в музей еды. Зато у нас очень немало хороших ресторанов, где можно даже очень вкусно позавтракать. И говоря про тот же завтрак, он, конечно, наверное, вкуснее, когда сделан своими руками. Если вы хотите разбавить свои там бутерброды, яичницу, какие-то перекусы новым чем-то, то у вас есть хороший вариант, о котором сейчас расскажем. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Исмаил. Я являюсь шеф-поваром гастробара «Бездельники». Сегодня будем готовить с вами вкусный полезный завтрак из авокадо, черри и ржаного хлеба. Для этого нам потребуется черри, авокадо, ржаной хлеб, кунжутный соус и, конечно, наше яйцо пашот. Для начала мы сделаем начинку для нашего тоста.
уберем кожуру от мякоти нашей авокадо, удалим косточку. Авокадо очень полезно для работы сердца, а также, кто хочет похудеть, авокадо тоже рекомендую. Он ускоряет пищеварение, и вообще авокадо само по себе вкусное. Так, мы удалим аккуратненько нашу начинку. Берите самую мягкую авокадо, чтобы начинка была прям нежной, такой сливочной. Посмотрите, удалили мы нашу мякоть. Далее нужно нам все это превратить прям в пюре, чтобы нам было удобно мазать все на наш тост. Все, мы аккуратно это все превратили в однородную массу. Далее мы произвольно мелким кубиком нарезаем наши черри, чтобы это все потом смешать. Ложим это все в нашу заготовочку. Далее, опять же, мы перемешиваем это все тщательно. Добавляем немножко соли, также перца по вкусу. Все, наша начинка готова, друзья. Далее приступаем мы к нарезке нашего хлеба. Убираем корочку. Оставляем только мякиш. Чтобы наш тост был очень вкусный и румяный, немножко мы его подогреем, припечем. Итак, наш тост хорошенько поджарился. Далее мы выкладываем нашу начинку. Аккуратненько, вот так смачно. Потому что завтрак должен быть вкусным, полезным. Чтобы на целый день вы были заряжены хорошим настроением. Следующий этап. Мы приготовим с вами яйцо пашот. Яйцо пашот очень легко готовится, не бойтесь. Ничего здесь в этом страшного нет. Итак, самое главное в нашем яйце, его главное не переварить, друзья. Так, аккуратненько его крутим. И как оболочка наша прихватилась, аккуратненько вынимаем наш мешочек, перекладываем на наш тост. Итак, друзья, финальная точка нашего вкусного тоста. Мы возьмем кунжутный соус. Кстати, кунжутный соус очень полезен для пищеварения, а для ногтей, для волос девушки рекомендую в своих завтраках употреблять этот соус. Обильно его обливаем наш соус. Фишка нашего яйца пашот в его разрезании. Мне очень нравится, когда наш желток очень обильно течет. Всем хорошего утра, прекрасного настроения и хорошего дня. Надо побыстрее заканчивать это Да. все, и я пойду попробую. Бежать и готовить, да? Да. Приятного аппетита, кстати, всем, Если кто вы завтракает. приготовили, мы за вас рады. Да. Паш, у тебя есть домашние животные? Ну, с недавних пор, да, есть, конечно. Да? Не, ну вообще всю жизнь были дома. Я просто не знала, ты не рассказывал. Я не рассказываю. А кто у тебя? Ну, как у меня в детстве всегда, да и сейчас у мамы живут кошки. Ну, кошки всегда были, и собаки были. Мгм. Сейчас вот хомячок есть. Ага. Ну, значит, ты входишь в число 70%, потому что именно у таких российских семей есть домашние животные. Это уже считается нормой, и удивить кого-то кошкой или собакой невозможно. Животные становятся неотъемлемыми членами семьи и искренне, безусловно, любят своих хозяев, всегда радуются нам и скучают, когда нас нет дома. А меня хомяк кусает всегда, когда я пытаюсь покормить Не радуется, его. да? Не Когда ты радуется, приходишь. что-то ему не нравится во мне. Но вообще мир не стоит на месте в части домашних животных. Мода меняется, вкусы, желания людей расширяются, возможности в том числе расширяются. Все чаще в качестве домашних животных стали заводить экзотических зверьков. Пауки, змеи, норки, лисы вообще стало модным. Большой популярностью пользуются еноты. Сегодня сотрудники контактного зоопарка расскажут обо всем, что нужно знать о содержании енота в домашних условиях, о плюсах и минусах. И как не забыть, что он все-таки хищник.
Доброе утро! Сегодня в рубрике «Мой питомец» мы будем рассказывать вам о животных, которых можно содержать в домашних условиях. Сегодня мы расскажем вам о еноте. Енот из семейства енотовых является хищником, преимущественно бодрствует в сумеречное время, то есть это ночное животное. Питается мясом. Для содержания в домашних условиях ему будет нужна клетка примерно размером 2 на 3 метра, желательно с несколькими этажами и искусственными поленами, высланными посерединке, чтобы он мог лазать. Данный вид хищников больше питается млекопитающими, мелкими ящерицами и вообще на самом деле они являются практически всеядными. То есть фрукты, овощи в рационе будут обязательны. Для поддержания баланса углеводов, белков и жиров в организме им нужно будет питаться сухими кормами. Можно для собак, можно для кошек. Мясо также в рационе должно обязательно присутствовать. Допустим, куриная грудка, куриные сердечки. Все, что продается в виде субпродуктов на магазинах, прилавках, тоже может подойти. При содержании в неволе его нужно будет поставить на учет, получить все необходимые прививки. И также каждые полгода для того, чтобы проверять его здоровье, то есть нет ли у него каких-либо заболеваний, связанных с проблемами в домашних условиях. Характер у данных животных достаточно непредсказуем, поэтому вначале он может играться, быть лапочкой и миленьким, но при этом потом резко начать кусаться, рычать и нападать. То есть это для них свойственно. Самое главное в енотах, что если вы решите его завести, не ведитесь на то, что енот-полоскун стирать вместо вас он, конечно же, не будет. А может быть, даже придется стирать за него. Да, мы продолжаем. Умные, выносливые и преданные. Ну, это конечно не же, еноты. Да, конечно же, это не еноты. Речь идет уже о собаках. На протяжении нескольких тысячелетий они остаются неизменными помощниками жителей Севера. Сегодня, 2 февраля, во всем мире отмечается День ездовых собак. Древнейшие находки, собачьи упряжки, нарты костей собак были обнаружены на Новосибирских островах. Согласно радиоуглеродному анализу, имеют возраст почти 8000 лет. Ездовое собаководство обладает рядом преимуществ перед ездой на оленьих упряжках, что особенно важно при перемещении по льду и арктическим пустыням. В день собачья упряжка способна преодолеть расстояние до 60 километров при скорости 10-12 километров в час. Сейчас ездовые собаки – это больше про спорт или отдых. Наша коллега Татьяна Ющенко в проекте «Испытано на себе» узнала об ездовых собаках в одном из туристических комплексов в столице республики. И даже попробовала на них прокатиться. Что из этого вышло? Посмотрим. Мы сегодня отправляемся кататься на собачьей упряжке. И мне бы очень хотелось попробовать себя в качестве каюра. Также, дорогие друзья, хочу вас познакомить с не менее важным нашим сегодняшним героем, я бы даже сказала основным, опытным каюром Николаем. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как вообще вот вы пришли в профессию и каюра? Я пришел с одной собаки, когда утром рано ехал на работу и нашел щенка маленького, рыжего щенка. И она выросла, очень шустрая оказалась. И потом мне нужен был дружок, чтобы она не скучала во дворе. И мне попался маламут, уже достаточно взрослый, 9-месячный. И начали изучать ездовое собаководство. Сейчас у меня 9 собак. Ну вот одна красавица, давайте же скорее посмотрим на остальных собак. Да. Там, где собака, там и 2 собаки, где 2 собаки, там и... Даже анатомически эти собаки будто бы созданы для того, чтобы участвовать в собачьих упряжках. Только посмотрите, обратите внимание, у них очень развит грудной отдел, а это говорит о очень мощной и серьезной тяге. Так вот, сначала одну лапку, потом вторую. И каждую собаку одеваем в шлейки. Так. Это мы готовимся к транспортировке, правильно? Да. Да? Сейчас всех одеваем в шлейки, чтобы там вытащить и сразу в упряжку поставить. Вот сначала одевайте большую часть, потом маленькую на голову. И лапки. И лапки, ага, вот сюда. Оказалось, не так уж и сложно.
Давай, хоп. Ева, вперед. Собаки готовы, уже сидят в машине. Теперь можем отправляться. Ну, вот одна упряжка, вот эти нарты, и сзади паровозиком еще одна. У собак скорость быстрее, чем скорость света. Хоп, 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 хоп. Эмоции просто переполняют, ощущение как в детстве, вот правда. Заряд адреналина. Ну, 5 часов летит. Угощаем чаем. А в эти выходные в алмазной столице состоялось открытие первой персональной выставки работ художественной резьбы по дереву Марии Захаровой, получившей название «Символы счастья». Подробности в следующем материале. Художественная ювелирная резьба по дереву – достаточно редкий вид деятельности. Освоить такой сложный вид искусства способен далеко не каждый человек. Но для Марии Захаровой это удалось освоить профессионально. Мне сегодня очень волнительно, так как это моя персональная выставка, первая. Здесь представлены одни из первых работ и новые работы. Последние 2 года я занимаюсь традиционной посудой, они тоже представлены. Сначала я начинала с картин, барельефа. Училась я у Бексова Вячеслава Ивановича. Сначала дерево меня не вдохновляло, я ходила чисто, чтобы узнать, что это такое. Потом, уже после первой выставки учеников Вячеслава Ивановича, вырезала орла. После этого орла уже влюбилась в дерево. За плечами хрупкой женщины множество побед на республиканских конкурсах. Но прежде всего Мария творит для души. Это одна из первых работ, получается, китайские полубоги. После них я перешла уже к своей традиции, это вырезание олонхо. Идея самого триптиха пришла после чтения книги Петра Игнатьевича Олонхо, это «Куланкыртый бухатыр», где Нуркуянако, первая картина, сидит на нижнем мире, потом идет у нас богатырь, драка с нижним миром. Чтобы передать эмоции, Марии пришлось пропустить через себя каждого героя картин, а саму трилогию автор создала 3 месяца. План у каждого мастера – это участие на выставках. Впереди у нас Якутия мастеровая, Исэх Олонхо. И с прошлого года участвую на международном фестивале «Праздник топора». В этом году у нас будет юбилейный год празднования праздника топора. И хотелось бы туда тоже поездить, поучаствовать. Для многих резьба по дереву отдушина, занятие, которое помогает отвлечься от повседневных будней. И начинается все с азбуки геометрической резьбы. Мария же, кроме того, что она сама создает красоту, этому мастерству обучает и каждого желающего жителя, вне зависимости от возраста. И, что немаловажно, совершенно бесплатно. Анна Васильева, Мирный. А сегодня отмечается еще один праздник, правда, неофициальный и необычный. День буквы «И». Откуда в календаре появился праздник, доподлинно неизвестно. В некоторых источниках есть информация, да, о том, что праздник этот начали отмечать с 90-х годов. Вообще в русском языке слов, начинающихся с буквы «ы», почти нет, хотя в некоторых словарях можно найти фактически одно единственное – это «ыкать». И вообще, что бы это могло значить? Ну, есть предположение, что что-то вот… ну, я почему-то склоняюсь, когда вот люди делают так, типа что ты ыкаешь? Да, к примеру, там, не знаю,
какое-то отвращение, может, когда испытываешь. Не, ну это... Ну, я, допустим, делаю так. Допустим, мне неприятны змеи, и я делаю. Я, когда у меня отключается мозговая активность, я делаю так. Это как своего рода медитация. Примерно в 9 вечера каждый будний день. Увижу таракана, говорю. А видишь, тот же это интонационный все-таки, да, получается? Да, интонационная буква по-разному. Вот ты вот, допустим, когда что-то отвращение, так или вот как в моем случае. Это все а оно разное. Но все это значит ыкать, да? Столько разных Ну, может быть, это так. Я не знаю, выкать. Где-то бывают, наверное, кто-то в словах вместо «и» в некоторых моментах использует, как бы ыкает. То есть это, знаешь, как через аканье, оканье, то есть использование не той буквы, которая по факту должна быть в слове и произноситься. То есть, может быть, это означает слово «ыкать». В любом случае, не так много слов, начинающихся на букву «ы». Да, зато есть ряд имен собственных, которые начинаются на эту букву. И что интересно, почти все населенные пункты в России на букву «ы» находятся именно у нас в Якутии. Вот ты можешь какие-нибудь назвать? У меня есть суфлер, конечно же, я не знаю их наизусть. Ну, к примеру, Инахсыт, Маяхтах, Итыкёль. И, кстати, это не весь список. Ну, нет, много очень населенных пунктов, конечно, просто не запомнить их как бы трудно. Когда ты знаешь, прям каждый день сталкиваешься с ними, по той или иной причине, конечно, ты их запоминаешь. Вот, мне такого не довелось. Но вообще, несколько лет назад наши коллеги из утренней программы кубанского телевидения даже посвятили свой эфир селу с названием на букву «ы», это Итыкёль. Жители населенного пункта, одетые в национальные одежды, тогда рассказывали о своем селе и вообще его истории. И помнится, еще и спели, да. Вообще очень сложно, мне кажется, иностранцам дается произношение буквы «ы». Ну, там в русском языке столько букв, которые сложно даются иностранцам. Которые сложно даются, да. Да, ну, например, ща. Как бы иностранец сказал щавель? Ща, да. Щавель. Твердый знак. Твердый знак, мягкий знак, да? То есть, наш алфавит, он такой. И буква «ы» как бы, да? То есть, если мягкий и твердый знак можно как-то объяснить, что тут смягчает звук, здесь его делать более твердым, как ты объяснишь, что такое «ы»? Никак. Что за буква? Ну, и как мы уже сказали, наши кубанские коллеги рассказывали о селе Итыкёль, то мы решили не повторяться и расскажем вам о другом населенном пункте в Якутии, название которого также начинается на «ы». Это Илымах в Алданском районе. Да, некогда большой рабочий поселок, ныне село расположено в 56 километрах на юг от города Томот, начинает свою историю с 1942 года. Основными промышленными предприятиями в советские годы являлся рудник Эмельджак и Алданская геолого-разведочная экспедиция. И вот наша съемочная группа побывала там еще летом, но как это бывает в отдаленных селах, жизнь там размеренная. И за это время, думаем, там особо ничего не поменялось. Смотрим и знакомимся с селом Илымах. Поселок это тоже по хозяйственному плану. А что там указано? А кто прописан, кто проживает, какое имущество имеет. Вот, допустим, мотоцикл был, ружье, кошка, собачка, буран. А потом разъехались. Кто в Россию, кто к родственникам, кто из тех мест, откуда прибыл. В этом некогда известном на всю страну поселке, центре слюдяной промышленности, когда-то проживало несколько тысяч человек. Сейчас всего около 200. Единственный представитель власти в селе – специалист администрации, а по совместительству учитель истории в местной школе Ильвина Решетова показывает нам местный архив. Люди эти давно разъехались, но вдруг кто затребует справки, поэтому и храним, говорит девушка. Исполком Илымахского постсовета. 86 год. Надо же. Праздник советской семьи. Обряд помолвки, объявление женихом и невестой. Последний раз здесь свадьбу сыграли лет 20 назад. Большинство – люди пенсионного возраста. Живут тихой, размеренной жизнью, все друг друга знают и как могут помогают. Люди сплочены, вместе находятся, и занимаются своими делами. Сейчас летняя пора, приусадебные участки, парники, теплицы, грядки. То есть люди живут тихонечко своей жизнью.
С отсутствием устойчивой связи, магазина и других благ цивилизации жители уже свыклись. Но когда весной размывает единственную дорогу, по которой ездят большие грузы, жизнь здесь становится действительно трудной. И пока весенний ручей не успокоится и дорога не будет засыпана, септики не откачиваются, не выводится мусор, грузы, в том числе уголь, не заводятся. Деревянный мост советских времен давно признан аварийным, и жители просят построить новый. Власти обещают, и даже есть проект. Правда, когда появится новый мост, точных дат не озвучивают. Уставшие от обещаний жители Илмаха, так они на русский манер называют свое село, ждут одновременно переезда в соседние Алексеевский и город Томот по программе переселения из аварийного и ветхого жилья. Между тем, несмотря на малоперспективность Илмаха, сюда, как ни странно, даже приезжают жить и работать из других регионов. Виктория Бодрягина из Республики Алтай и Сентябрина Лаптан из Тывы уже как 2 года работают учителями в местной малокомплектной школе. Виктория впервые увидела Илмах на карте, ведь она географ по специальности. Вот здесь такая теплая атмосфера среди ребятишек. Они довольно-таки воспитанные, всегда они здороваются, между ними теплая обстановка такая. И вести урок всегда приятно с этими детьми. Я наслаждаюсь работой с этими детьми. Мне очень понравилось. Нравится приезжим и местные красоты. Удивительная, неповторимая природа. Сама приехала из туристического региона, и у нас там каждый сантиметр земли теперь стоит очень дорого. А здесь столько пространства, столько красоты, и как бы не используется. И, вот я думаю, очень хорошая была бы перспектива именно на фоне туризма. Действительно, если не промышленное освоение, то уникальный природный ландшафт мог бы стать притяжением многочисленных туристов со всей страны, а то и мира. Ну а пока обитатели маленького села Илмах живут надеждами и ждут лучших времен. Туяра Филиппова, Александра Хлопкова, Алданский район. Далее блок новостей. Размер регионального мат-капитала на второго ребенка увеличили в Якутии. Индексацию регионального материнского капитала при рождении второго ребенка ежегодно производят в республике с 1 февраля. Так, его размер для детей, рожденных в 2019 году, составит более 189 тысяч рублей. С 2020 года более 249 тысяч. Региональный мат-капитал выдается при рождении второго ребенка для граждан России при проживании в Якутии не менее 3 лет и получившим государственный сертификат на мат-капитал в Пенсионном фонде России. Стартовал прием проектов на второй конкурс фонда президентских грантов. Проекты-победители смогут стартовать с 1 июля. В нем могут принять участие некоммерческие организации из всех регионов страны, зарегистрированные не позднее 15 сентября прошлого года и не имеющие органов власти в составе учредителей. Как уточнили в пресс-службе фонда, в этом конкурсе введено ограничение на подачу заявок от победителей только что завершившегося первого конкурса этого года, если сроки реализации победившего проекта выходят за 2024 год. Жителям проспекта имени Михаила Николаева в Якутске необходимо переоформить документы на оружие в течение 2 недель со дня изменения сведений о регистрации места жительства в паспорте. Для этого необходимо подать заявление через единый портал госуслуг, либо обратиться в рабочие часы в отдел лицензионно-разрешительной работы. Отмечается, что при переоформлении разрешительных документов в связи с изменением места регистрации размер госпошлины составляет 250 рублей за 1 единицу, независимо от вида оружия. На Жатайском судоремонтном заводе полным ходом идут работы по выморозке судов. Она началась в конце ноября и должна завершиться в начале марта. Выморозка флота – единственный способ отремонтировать поврежденные детали судна без подъемника. Задача выморозчиков – освободить от ледяных оков как можно больше судов с помощью различных инструментов. В том числе используются ветродуи, бензопила и кайло. В межнавигационный период 2023-2024 годов Жатайский судоремонтный завод отремонтирует 97 судов. 28 из которых предстоит подготовить путем выморозки. Судна должны быть готовы к сезону навигации для того, чтобы своевременно обеспечить топливом и продовольствием самые отдаленные поселки Якутии. Мы замеряем вот этим вот прибором, называется пробник, толщину льда, сколько льда. Допустим, если лед 40 сантиметров, мы замеряем, берем 25 сантиметров, оставляем полотно 15 сантиметров, чтобы лед дальше мерз. И чем ниже температура в Якутии, тем лед лучше там мерзнет, тем быстрее мы добираемся до ДРК, до рулевого комплекса, чтобы ребята
с механического цеха начали, продолжили ремонтировали. Ну, для чего мы это все делаем. Ученые Якутии собрали 1,5 миллиона рублей в фонд помощи и поддержки Донбасса. В рамках благотворительной акции «Наука для фронта» Академия наук с Северо-Восточным федеральным университетом собственными силами собрали крупную сумму для приобретения военной техники бойцам. Через Северо-Восточный фонд помощи и поддержки Донбасса будут приобретены оборудование и экипировка в дополнение к тому, чем обеспечивает Минобороны России. Создан в нашем университете свой фонд поддержки бойцам специальной военной операции. И, конечно, мы не могли не откликнуться на призыв инициативы Академии наук Республики Саха-Якутии «Наука фронту». Конечно, мы поддерживаем эту инициативу, и со стороны университета мы обязуемся, что из нашего фонда по поддержке бойцов и в том числе наших сотрудников Северо-Восточного федерального университета мы обязательно поставим в рамках этой акции высокотехнологическое оборудование, которое, конечно же, поможет нашим бойцам. К этому часу это все новости. Хорошего дня! Ну и как мы обещали в начале нашего эфира, как мы уже говорили, 2 февраля отмечается. Мы услышим укулеле сегодня. Да, день гавайской гитары, день укулеле. И, конечно же, хотим завершить эфир прекрасными звуками этой гитары. Да, и поговорить вообще об этом инструменте, в принципе. У нас в гостях, получается, преподаватель студии по игре на укулеле Мичелина Попова. Мичелина, доброе утро. Доброе утро. Получается, можно сказать, с праздником вас. Вот. Все-таки укулеле — это гитара или не гитара? Укулеле — это гавайская гитара и относится к классу струнно-щипковых инструментов, так же, как и гитара. Но отличие от гитары в том, что по форме они отличаются. На укулеле 4 струны, на гитаре 6 и по звучанию. Соответственно, укулеле звучит более высоко. Да, высоко. В отличие от гитары. А как вы давно вообще играете на этом инструменте? Как ваше знакомство случилось? Это было в 2020 году. Я заканчивала первый курс Высшей школы музыки и на лето искала себе подработку. Пришла в студию укулеле. Вообще я пришла как администратор строиться, но так как у меня уже музыкальное образование есть, я быстренько научилась и через какое-то время сама стала преподавать. С легкостью уже, да? Да. А вот по вашему мнению, почему в последние годы, то есть гитара, она там уже сколько веков, наверное, существует, а вот укулеле какую-то популярность именно широкую начал приобретать и на просторах нашей страны, в том числе, ну, сравнительно недавно. Как думаете, за счет чего вот эта популярность начала появляться? Я думаю, что появились очень многие исполнители на укулеле именно в России. Также популярность соцсетей, где можно найти обучающие видеоролики и самому научиться играть на укулеле. Вообще, чаще этот инструмент привлекает молодежь, ну, старшее поколение или деток? Обычно к нам приходят учиться дети, их приводят родители, чтобы познакомить с совершенно новым, незнакомым миром музыки. И детям очень нравится сам инструмент, потому что он такой чекурушный, маленький, как будто это прям для детей. Удобный. Да, удобный. Гитара для ребенка. Да, можно так сказать. И им очень нравится этот инструмент, очень легкий обучиться. На 2-3 занятии они уже могут играть там простые песенки. Вот. Некоторые ученики наши после курсов даже вот настолько полюбили музыку, что решили поступить в музыкальные школы города Якутска. Да. Ну вот вы говорите, на 2-3 занятие уже что-то начинают играть. В целом, насколько быстро можно научиться? Ну, ладно, мы не говорим там про уровень прям. Я уже, кстати, пробовала, я на первом занятии уже смогла сыграть мелодию. Да? Сейчас, к сожалению, я не вспомню, не проси, не смотри так. Ладно, хотел, думаю, сыграешь что-нибудь тоже. Но вообще в целом до уверенного уровня, да, до фазы уверенного укулелиста за сколько, как быстро можно прийти?
За 8 полноценных занятий можно полностью, уже да. всё, да. Выучить 2-3 песни, не аккордные песни. Ага, Мичелина, а вот те, кто умеют играть на гитаре, им проще научиться Да, на укулеле? им И проще. наоборот, те, Ага, кто да, 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 да. научился изначально на укулеле? Ага. Ну, мне кажется, что проще за счет того, что у тебя пальцы, в принципе, Ага, привыкли ага. работать со струнами, Ну, тут, да. но вот постановка аккорда совершенно другая, потому что, Совершенно верно. особенно если Ага. сам учишься, вот это АМ, а тут нету АМ. Да. Ну, есть, но он не такой. Ну, по своему опыту могу сказать, что легче сначала научиться на укулеле, а потом, когда переходишь на гитару, очень легко уже. Ты понимаешь, как брать вот аккорд, да, тот же С, но на гитаре по-другому, но все же понимаешь, какой лад, там, какие пальчики надо ставить. Вот. И еще говоря про вообще укулеле, да, она все-таки, у нее же любая композиция, которая играется на укулеле, она все равно звучит так относительно... Можно ли на укулеле сыграть что-то грустное, к примеру? Потому что достаточно высокая тональность у инструмента, в принципе, и звучит как-то все более-менее на позитиве. Да, можно играть грустные композиции. Как в любых инструментах, грустные и веселые можно, ну, на любых инструментах можно играть, независимо от тембра. Ну, любую мелодию, любую песню можно сыграть. Даже вот на калимбе, калимба же тоже высокая такая игрушечный, да, инструмент, там тоже можно играть какую-нибудь грустную Несмотря на песню. его тональность. А вы больше любите какие мелодии? Мне по душе меланхоличные, наверное. Ну, по настроению, на самом деле. Ну, мы хотим вас, конечно, не отпустим так, пока вы нам не сыграете, не подарите нам очаровательные звуки этого инструмента. Мы зрителям обещали, в конце концов, и как бы, нельзя их обманывать. Не будем обманывать. Что будем играть? Я сейчас спою достаточно популярную песню для якутян, у якутян, и вы, наверное, знаете тоже. Если знаете, то я не против, чтобы вы подпевали. Так, а что за песня? Джалла Хабиб. Паша знает. Наизусть. Наизусть. Здорово. Ну, прям все равно звучание такое как-то, ну, такое, я не знаю, почему-то с пляжем у меня ассоциация. То есть, смотри, не важно, что ты поешь, да, не важно, какая мелодия. Где-то там на островах. Где-то там на Гавайях. Загорает, да? Где-то там на Гавайях меня ждут, но не дождутся. Вот. Мичелина, прежде чем попрощаться, вот что для вас музыка? Почему люди должны слушать музыку, учиться музыке, по-вашему? Я сама занимаюсь музыкой с ранних лет, ходила в музыкальную школу. Сейчас работаю в Намской детской школе искусств имени Захара Порфирьевича Винокурова по классу флейты. И хотела бы сказать, чтобы музыка важна каждому человеку. Да? Она всегда нас сопровождает, когда нам грустно, весело. И это абсолютно, по жизни. Без музыки нет, не знаю, жизни. Наверное, своего рода смысла, да? Да, смысла, можно сказать. И это абсолютно другой мир. И хотела бы сказать, чтобы каждый хотя бы чуть-чуть знал об этом мире. То есть, в принципе, каждый должен музыкой заниматься. Не обязательно идти в цель, ставить цель быть профессиональным музыкантом. Хотя бы просто слушать. На каком уровне, достаточно уже заниматься музыкой, просто хотя бы ее слушать. Становиться и расширять свои познания в музыкальных композициях, наверное.
Вам спасибо, Мичелина, огромное. Вам дальнейших творческих успехов. Спасибо, что порадовали нас сегодня. Спасибо, что мы оказались немножко на Гавайях, концов, которых нас не дождутся никогда. Ну а вам, дорогие телезрители, мы желаем, конечно, отличной пятницы, хороших выходных, безусловно, чтобы у вас сегодняшний день тоже вот в таком гавайском настроении, пускай прошел, несмотря на снег за окном, потому что, вспомним начало передачи, все-таки весной уже начинает попахивать в воздухе, поэтому... Все прекрасно, все классно. До встречи. Да, и завершаем мы эфир, конечно, музыкально также. До встречи в понедельник. Notre façon de se quitter, quelques éclats de verre auraient peut-être nous aider. Dès ce silence éphémère, j'ai décidé de pardonner. Le heureux père de fer entre ses mains, des cœurs limpides et filles, moi souvent te réclamer, presque comme une mère, tu m'es porté, me protéger. Je dévorais ce son qu'on n'aurait pas départagé. À bout des mots, des rêves, j'aurais crié. Je t'aime, comme un feu, comme un soldat, comme un homme ardent cinéma. Je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Des cœurs, je te confie, de mes sourires, tous mes secrets. Même si d'un ciel fier, et le gardien inavoué. Dans cette maison en pierre, Satan regardait danser. Je t'ai voulu la guerre du corps qui soupesait la paix. Je t'aime, comme un feu, comme un soldat, comme un homme ardent cinéma. Je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Je t'aime, comme un feu, comme un soldat, comme un homme ardent cinéma. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Tu vois, je t'aime comme ça.